Шой Улзаевич Чурук, талантливый тувинский живописец, член Союза художников России, председатель Союза художников Тувы, учредитель просветительского культурного фонда «Алдын Скиф». В основе творчества художника народные мотивы, сюжеты, написанные по тувинским преданиям, элементы, присущие буддизму и шаманизму, органично сочетающиеся с тенденциями современного искусства конца XX – начала XXI века. Добрый день! Нам очень приятно, что вы приняли наше приглашение, присоединились к общероссийской акции «Ночь искусств». Нашим читателям будет очень интересно узнать о вашем творчестве, так сказать, из первых уст. Скажите, ваша фамилия переводится как «картина изображения». Это правда? Да, это правда. Расскажите о своих первых работах, как вы начинали свой путь. Первое это у меня было в селе Эрзин, Эрзинского района. Там, когда мне было где-то 10, по-моему, да, в 5 классе меня, нет, даже в 4, по-моему, классе у меня, не меня, а вот в этом музыкальной школе открылось там художественное отделение. Первый мой учитель, это Седиков Алексей Доржевич, он тоже выпускник вот нашего колледжа искусств, художественное отделение. Он после училища открыл вот именно отделение вот в музыкальной школе в Эрзине. Вот с этого я начал уже. А свои первые работы вы помните? Первые работы я не помню, но до школы, конечно, художественной школы, конечно, я рисовал, конечно, любил рисовать. И вот в детском художественной школе вот, я уже понял, что можно сказать, уже мне вот это именно нравится. Расскажите, сколько уходит времени, чтобы написать одну картину? И это не совсем дешевое сейчас занятие, да? Расходный материал. Сколько уходит расходного материала? Да, работать именно, быть художником и творческим человеком, это, конечно, всегда было сложно, и теперь тоже очень сложно, конечно, быть творческим человеком. Материалы купить, и время там очень много проходит, когда даже в одной полотне ты теряешь там месяц, там год даже может быть, да. И расходы там ну, от себя, да, зависит от художников. Как он работает, у него какие там техники, какие у него почерк, какой почерк там, от этого, конечно, от всего зависит, конечно. От моих работ, конечно, сразу, наверное, люди посмотрят, что расходы там, конечно, больше. У меня слоями идут работы. Я слоями работаю, поэтому там много расходов, да. О ваших картинах говорят, что они очень яркие и очень запоминаются сразу. Яркость. Яркость, это, знаете, яркость в чем? Это, значит, мне кажется, это выходит внутри от человека, да, от тувинского, особенно с тувинского человека, как это правильно говорится, внутреннее богатство, можно сказать, да. Выражайте краской. И когда вот в юрту заходите, вот, всегда же как будто в юрте первый раз, если человек первый раз, если зашел, как будто там музей поставлен, вот мебель, и все это, как будто человек зашел в музей, специально вот расставленное вот для этого человека, да, и все это обычно делается красочно очень. Поэтому мне, конечно, вот различными цветами работать очень приятно, очень мне удобно даже так работать, передать именно. Живопись это
это же обман цветами, можно так сказать, да. Вот именно художники, вот так, мне кажется, и передают свое мнение, свое личное, вот, как это правильно говорится, Свое видение мира. видение мира. Вот. Мое видение оказалось вот в таком образе. Вот расскажите про композиторов, да, когда вот они рассказывают, они говорят, они слышат музыку в своей голове. А как ваш сюжет рождается? Как вы представляете уже образ, сюжет, картины? Творческие люди обычно всегда они, думают, постоянно думают. Надо научить себя так, чтобы постоянно ты думал о работе. А почему так? Значит, знаете, что вот я даже хожу на улице, просто даже иногда вот бывает такое, что с людьми разговариваю, вот тогда вот такие интересные мысли постоянно в голове. Поэтому даже иногда не успеваю вот запоминать сюжеты, да, очень интересные, очень красивые такие сюжеты появляются, мигом так проходит все. Когда начинаешь вот творчеством плотно, там уже проблем, мне кажется, не будет у этого человека искать какие-то сюжеты. Этого сюжета очень много в жизни. Все сюжеты вы берете из своей жизни. Да, из жизни, конечно. Вот в моих работах, конечно, вы сами видите, там же ничего такого сложного, придуманного, ничего нет. Это быт просто, быт кочевого народа, быт, культура вот, тувинского народа. Ну там, мне кажется, там ничего сложного нету. Просто я беру, ну, конечно, детство у меня тоже вот, в юртах там. Все это прошло, поэтому я просто передаю все это, свою жизнь тувинского народа, тувинского чабана, там, кочевого человека, вот именно вот полотна вот, всех. Расскажите, дайте даже совет начинающему художнику, как организовать выставку. Так, начинающему художнику это значит не обязательно, то есть быть профессиональным, да, художником быть. Просто самое главное это желание. Желание работать, много работать. И желание вот увидеть свой результат. Именно вот это. Вот тут вы видите, лежат вот очень такие замечательные книги. Тут написано полный самоучитель рисования. От эскиза до картины. Вот даже вот с этих книг можно научиться, конечно, рисовать. Но, конечно, вот надо общаться, надо выставляться. Общаться это значит художниками. Не надо стыдиться. Вот такие барьеры есть перед начинающих художников, да. Вот, когда вот даже первая выставка очень трудно дается художникам. Всем, мне кажется, всем. Страх, что тебя не поймут? Да, не поймут. Ну, там Высмеют, проблемы, да, высмеют. Там проблем очень хватает, там у художников свои проблемы. А так-то я вот в данный момент очень много, конечно, молодым художникам работает. Я им как раз вот предлагаю и помогаю, вот, чтобы выставлялись они все, научились вот, как выставить свои картины. Потому что без помощи других художников, вот молодые, у всех же должен быть наставник. Да, наставник, и не все же такие смелые, чтобы первый раз пришел, там выставил и все удачно прошло. Нет, конечно, это трудно, конечно. Ну, я помогаю всем молодым художникам, пожалуйста, если что, конечно, можете обратиться. И даже, знаете, есть, вот как раз вот мы сейчас только что говорили, вот тут очень такие замечательные книги, интересные, видите, курс рисования для начинающих просто и наглядно, да. Тут написано же просто и наглядно. В принципе, не обязательно там быть
профессиональным художникам. Даже любителям можно вот, научиться вот, с этими книжками, в принципе, организовать свою персональную даже выставку. Даже мы допускаем такое, что только у нас требования там оформления, чтобы было в профессиональном таком уровне. И надо, мне кажется, обязательно. У нас же в Туве очень много вот, выпускников различных учебных заведений, художественных учебных заведений, очень много. Особенно молодые. Сейчас я работаю, вот в этом году две девочки закончили вот Кемеровское училище, художественное училище, вот с ними сейчас работаю. Они прекрасно владеют со всеми вот художественными материалами. Вот теперь вот с ними работаю, вот собираюсь в будущее вот их вот выставку организовать. Вот так. Да, правильно вы говорите. Самое главное желание Да. быть смелее. И те, кто делает первые шаги, мы приглашаем в нашу библиотеку имени Александра Сергеевича Пушкина. И книга «Наш друг», она поможет нам в наших первых начинаниях. Спасибо за беседу. Вам тоже спасибо. Было очень интересно. Я думаю, наши читатели, каждый возьмет для себя нужный совет. Спасибо. Спасибо.